Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет. Основная карта недели — восьмерка червовая. Это отношения, это работа, это финансы, удача недели, проблема недели, совет на неделю. Вот у нас сколько тузов выпало раком. Карта говорит о том, что вот главная карта недели говорит о том, что нужно внимательно относиться к людям, с которыми мы рядом живем. Это наша семья, дети, родители, близкие люди, друзья и, в общем, всех, кого мы включаем в свой близкий круг. Они выходят на первый план, и здесь какие-то каждодневные дела, обычные какие-то заботы, да, вот это становится важным для раков. Но, в принципе, это же ваша стихия, вам в этом комфортно находиться. Карта говорит о том, что, может быть, вы будете решать какие-то вопросы, связанные с недвижимостью в том числе, а может быть, это просто какие-то там генеральные уборки, да, или уборка там территории возле участок свой возле дома и так далее. То есть, ну, все, что касается любого рода недвижимости, здесь может быть важно. Ну и также эта карта все-таки комфорта, да, то есть вы будете заняты тем, чтобы вот этот комфорт и эмоциональный, и материальный для себя создавать. Разные домашние дела, еда, да, приготовление еды, вместе все собираемся за столом. Вот такие ситуации, которые, ну, как бы обычные. Но наряду с этим могут быть какие-то очень важные моменты, связанные с семьей, когда у нас что-то важное происходит. Допустим, кто-то приходит в семью, или наоборот, кто-то из семьи там уходит, уезжает. В общем, что-то такое тоже может быть на этой неделе. Отношения. Для отношений, для тех, кто в поиске партнера, шестерка червовая говорит о том, что здесь могут быть большие перемены. Можно встретить человека, познакомиться с человеком, который, вот, знаете, вот, о котором вы мечтали, скажем так. Человек, с которым общие интересы, он очень привлекательный, он очень яркий. И, в принципе, вам кажется, что это вообще ваша половинка. Ну, давайте посмотрим дополнительную карту. Да, может быть, это как подарок судьбы для вас. Встреча, конечно, очень значимая. Причем, знаете, здесь, если эти отношения действительно произойдут и продолжатся, то это, возможно, и семья, да, это долгие годы совместной жизни и так далее. То есть прям очень серьезная такая важная может быть встреча знакомства. Для тех, кто в паре, девятка пиковая. Карта говорит о том, что здесь все стабильно, здесь все хорошо. Если кто-то уезжал, здесь возвращение домой. Если были какие-то сложные времена, трудности, то тут решение. Причем при совместной такой поддержке. В принципе, хорошая здесь неделя. Ну и, конечно, здесь очень все надежно, либо вы стараетесь эту надежность создать. Вообще, вот эта карта, когда вы не хотите соглашаться на что-то, ну, как-то на нехватку чего-то, да, вы хотите, чтобы у вас все было, и вот вы вместе как-то сообща стараетесь поднять свой жизненный уровень, там, позаботиться о том, где вы живете и так далее, и так далее. То есть, ну, как-то неравнодушно относитесь к своей семье, к своей жизни. Ну и также вот эта карта, знаете, все-таки, когда мы пытаемся себя проявить, себя показать, может быть, даже перед своим близким человеком мы проявлять стараемся какие-то свои лучшие качества, чтобы вот он нас похвалил, чтобы он нас заметил, да, вот заметил наши дела, наши заботы и так далее. Для работы туз выпадает пиковый для тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что здесь очень возможна работа для каких-то сфер красоты, для любой работы, которая связана с женской темой.
Здесь вот можно найти работу. Кроме того, эта карта говорит о том, что, скорее всего, здесь будет просто помощь от других людей. Скорее всего, здесь не активный какой-то поиск, а просто случайно вам посоветуют или вас порекомендуют, что-то такое может быть. То есть вы не особо вроде бы старались, да, и вот как-то вот само собой получилось. Просто так сложилось, да. Есть люди хорошие, которые вам помогают в этом. Для тех, кто работает или у кого свое дело, здесь у нас выпадает карта активности наоборот. Здесь вот наоборот нужно очень даже постараться для того, чтобы заработать, для того, чтобы там удержаться на своем месте, для того, чтобы выполнить свои какие-то обязательства, которые на себя взяли. Эта карта очень часто связана с руководством, с властью. Если вы сами руководитель, либо владелец бизнеса, для вас это просто отличная неделя, когда вы можете сдвинуть дела с точки, с какой-то застойной, да, или, может быть, заработать хорошие деньги, какие-то сделки завершить, крупные какие-то могут быть выплаты, выигрыши и так далее, и так далее. Кстати, если вы решаете вопросы с властью, тоже тут может быть удача. Также эта карта говорит о том, что если вы в подчинении работаете, то очень многое зависит от ваших отношений с руководством. То есть как бы нужно все-таки этим озадачиться. Если были плохие отношения, нужно как-то налаживать, потому что от этого зависит напрямую ваша работа. Также эта карта очень часто показывает и отпуск, отдых, да, но это отдых не вынужденный, а такой, ну, как бы желанный, желаемый, да, то есть здесь он просто в радость. Для финансов девятка трифовая для тех, кто за зарплату у нас работает. И здесь, скорее всего, работы будет много, каких-то хлопот, а зарплаты может быть не так много. Или, допустим, обещали одно, получаете другое. Или обещали целое, а получаете часть. А может быть, вам придется здесь зарабатывать еще дополнительно, да, ну, как бы, кроме основной работы, еще должен быть источник какой-то дохода. Для тех, у кого свое дело, бизнес, восьмерка трифовая говорит о том, что, скорее всего, деньги будут приходить с большим трудом. Да, пока что такое трудное время, может быть, допустим, когда вы ждете оплаты, да, она не приходит, то есть с какой-то задержкой. Но здесь небольшие задержки, недолгие. Либо нужно искать какие-то обходные пути для того, чтобы получать те деньги, которые вы привыкли. Да, может быть, был один путь прихода денег, теперь нужно менять его. Либо здесь нужно решать вопросы с руководством, с администрацией, в общем, что-то может быть связано с законами, да, с чиновничеством и так далее. Может быть, здесь тоже от этого зависит, как к вам будут приходить деньги. Теперь удача. Десятка пиковая карта говорит о том, что удача не в том, чтобы сидеть и ждать, что будет, а удача в том, чтобы действовать, начинать что-то новое, продавать, покупать. В общем, здесь вот карта очень хорошая для того, чтобы расширять свои горизонты, для того, чтобы работать через интернет, кстати, общаться через интернет. Эта карта вообще иностранных компаний. Если вот у вас, допустим, работа связана с иностранцами, тоже здесь какая-то удача может быть. Удачно покупать валюту. Может быть, выгодно как-то можно купить, продать. Очень удачно сдавать экзамены на этой неделе. Или, может быть, рекламу давать тоже очень хорошо. Иностранные языки хорошо изучать. В общем, все, что связано у нас с каким-то статусом, да, с расширением возможностей, все удачно. Проблема у нас недели дама трифовая. Карта говорит о том, что проблема в том, что мы действуем необдуманно, не мудро, да, может быть, по старинке, а нам нужно все взвесить, нам нужно использовать опыт не только свой, но и других людей. Вот это важно. Если мы этого не делаем, это становится проблемой. Оно нам мешает развиваться, зарабатывать, строить отношения и так далее. Совет.
совет на неделю для раков — туз трифовый. Карта говорит о том, что если вы взяли на себя какие-то обязательства, нужно все-таки постараться их исполнить, несмотря ни на что, даже если сложно вам это дается. Если же их исполнить невозможно, да, вот, допустим, какие-то там форс-мажорные обстоятельства, то тогда, конечно, нужно как-то сделать так, чтобы как бы на законном основании это произвести. Ну, допустим, банкротство, да, вот вы понимаете, что больше нет возможности ну, как бы действовать в бизнесе привычным образом, да, и вот приходится обанкрачивать фирму или компанию, да, потому что иначе на вас будет очень много долгов. Или еще каким-то образом, то есть если это касается там личных отношений, либо это касается каких-то договорных обязательств, все должно быть на законном основании. То есть вы, если снимаете с себя обязательства, то обязательно должны закрепить это юридически. Также эта карта рекомендует начинать что-то новое. Если, допустим, у вас есть какие-то шансы, возможности, прям очень хорошая неделя для того, чтобы входить в отношения, для того, чтобы там заключать брак, делать предложение руки и сердца, для того, чтобы начинать работу или с партнерами какими-то соглашения создавать, да, то есть вот любые отношения, которые со взаимной ответственностью и надолго, они очень будут удачны долгое время, если на этой неделе их заключить. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Здоровья вам, радости, счастья, всего вам доброго. До новых встреч!